Я преподавала в классах настолько слабых, настолько отстающих в знаниях, что я плакала. Я задавалась вопросом, как мне за 9 месяцев провести этих детей оттуда, где они были, туда, где должны были быть. Это было трудно. Невероятно трудно. Как я могла одновременно поднять и самооценку ребенка, и его знания? В какой-то год у меня появилась великолепная идея. Я сказала своим ученикам: «Вы избранные, раз попали в мой класс, потому что я лучший учитель, а вы лучшие ученики. Нас собрали вместе, чтобы мы могли показать всем, чего мы стоим». Один из учеников протянул: «Правда?» Я ответила: «Так и есть. Мы должны быть примером для других классов. Когда мы спустимся в фойе, все остальные обратят на нас внимание. Поэтому вам нельзя шуметь». И я придумала для них речевку. Я личность. Я был личностью, придя сюда, и я буду лучше, когда выпущусь. Я могущественный, я сильный, я заслуживаю образования, которое получаю здесь. Мне нужно многое сделать, многих впечатлить и посетить множество мест. И они ответили: «Да!» Если повторять это достаточно часто, то это станет частью тебя. И вот